Добрый день. Итак, мы снова с вами, этномузыкант Раис Низамеддинов, Ильгам Байбулдин, этногруппа Сал-Урал. Сегодня у нас третий урок, и мы разговариваем о горловом пении, башкирском горловом пении узляу. Как мы уже сказали, узляу, гыздау, кайдау, тамакурай. А сегодня мы поговорим о высоком горловом пении. Высокое горловое пение извлекается так же, как и среднее, только на октаву выше. Для того, чтобы получить высокий звук, надо поднять язык к небу и на кончике языка искать второй звук. Очень просто. Кто не был на первом уроке, объясняем, да, значит, чтобы получить горловое пение узляу, надо сделать зажим в горле. Надо связки сжать и вывести звук под давлением. При этом, как правило, язык у нас фактически не двигается, а лежит. А когда мы делаем высокое горловое пение, мы загибаем язык к небу, и извлекается высокое горловое пение. Узляу. Этот звук описывал Сергей Рыбаков, когда он делал экспедиции в 19 веке. Он очень долго слушал горловика башкира, и он очень красиво описывает, что там появлялись невероятные звуки, очень красивые, очень чарующие, волшебные, таинственные, что их можно слушать и слушать. Так, мы сейчас это покажем. Слово Бильгаму. Я сейчас вам продемонстрирую высокое горловое пение узляу. Связывая с первым уроком про среднее горловое пение, они связаны. То есть горловое пение среднее, принцип извлечения этих звуков одинаков. При высоком горловом добавляется загиб языка и на звук по «эль». Да? У каждого человека должна быть своя тональность. То есть мы находим звук в одной тональности, а потом начинаем его двигать ниже, выше. Если, допустим, мы нашли звук в средней тональности, можно попробовать вначале на терцию, потом на кварту найти несколько звуков. Но вот доходим мы до одной ноты такой, и где среднее извлечение горловое пение переходит в высокое горловое пение, и это сейчас Ильгам нам покажет. Высокое. У каждого человека есть своя тональность. Как правило, человек интуитивно начинает свои тренировки именно с этой ноты, а потом от этой ноты двигаемся выше, ниже, со среднего двигаемся выше, получается высокое горловое пение, где мы помогаем загибом кончика языка и продолжаем занятие в высоком горловом пении узляу. Ну, на этом все. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. До свидания.